Мой вопрос: кто может подать заявление на приобретение земельного участка? Уважаемый Федор Фомич, здравствуйте. По поводу того, кто может подать заявление по участию в реализации закона о дальневосточном гектаре. Заявление может подать каждый гражданин Российской Федерации. В период с 1 октября по 1 февраля 2017 года в реализации проекта могут участвовать только жители республики и на территории республики Саха-Якутия. В целом же в участии в реализации проекта не предусматривается участие иностранных граждан. Сколько участков могу получить я, в частности, и можно ли получить коллективно участки? Уважаемая Анна Прокопьевна, по поводу сколько участков можно получить по проекту «Дальневосточный гектар». Участок можно получить один до 1 гектара, то есть можно получить и 50 квадратных метров, а можно получить и 9999 квадратных метров. Но при этом участок должен быть один. Нельзя собирать земельные участки по кусочкам, то есть один участок там, второй там. Только один раз и один участок. И возможно ли подача коллективного заявления? Заявление также можно подать коллективно. При этом при коллективной подаче заявки производится суммирование площадей тех, которые нужны, тех, которые могут получить граждане. То есть получается, если заявление подает 8 человек, соответственно, можно получить земельные участки площадью до 8 гектаров. У меня вопрос по дальневосточному гектару, да? Вот в каких случаях может быть отказано при получении участка? Здравствуйте, уважаемый Дмитрий Семенович. Отказано в получении земельных участков можно при реализации 119 федерального закона, может быть в следующих случаях, которые описаны в самом законе, и также в тех случаях, если поданы уже заранее на эти участки поданы заявления, в случае, если эти участки спрашиваются уже гражданами, если эти земельные участки используются и так далее. Ну, то есть перечень ограничений, он полностью изложен в самом федеральном законе. При этом нужно понимать, что нельзя подавать заявки на территории особо охраняемых природных территорий, нельзя подавать заявки на территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера. Нельзя подавать заявки на территории захоронений и так далее. То есть перечень, если вам интересно, он очень хорошо изложен в самом законе в статье 7. У меня вопрос. Вот для каких целей будет использоваться вот данный гектар земли? Спасибо за ответ. Здравствуйте, уважаемый Михаил Геннадьевич. Земельные участки могут использоваться для любых видов деятельности, не запрещенных законом. При этом при выборе вида разрешенного использования земельного участка должны учитываться градостроительные регламенты, а также документы территориального планирования. В случае, если в соответствии с документами градостроительного регулирования не предусмотрено строительство жилого дома, конечно же, на этой территории строить жилой дом вам никто не разрешит. А что же касается, если отсутствуют градостроительные регламенты, тогда да, вы можете выбрать тот вид разрешенного использования, который вы предполагаете, но при этом, конечно же, существует механизм учета смежных земельных участков. То есть, допустим, что рядом с каким-то производством нельзя размещать жилые дома. Да. Вот дальневосточный гектар, а вот на этой карте, например, получается часть озера. Вот тогда я на озеро претендую или нет? В случае, если на спрашиваемом земельном участке есть озеро, то, конечно, необходимо проверить, является ли данное озеро водным объектом. Поэтому, так как водные объекты в реализации 119 федерального закона не участвуют. При этом водный объект может также находиться в лесном фонде. Вопрос такой: могу ли я подарить или продать, или перепродать полученный участок, что-нибудь с ним сделать другое? Добрый день, Александр. Но сам вид права, который предоставляется изначально, это безвозмездное пользование, он предполагает, что
гражданин должен использовать этот земельный участок самостоятельно. То есть все гражданские правоотношения, которые возникают, такие как купля-продажа, дарение и так далее, это может быть реализовано после приобретения участка в собственность. При этом, если же гражданин, у которого есть земельный участок, находящийся в безвозмездном пользовании, скончался, да, то право на этот земельный участок может перейти к его наследникам. Это предусмотрено законом.